Дорогие друзья, вот, не случайно мы сегодня здесь, конечно, собрались, уважаемый Владимир Анатольевич, уважаемый Василий Климович, уважаемые участники. Каждые 4 года мы, по-моему, изучаем, да, на английском языке. Сколько лет изучаем? Уже четвертый, да. Уже четвертый, да. И в этом году, скорее всего, впервые смарт-библиотеки имени Николая Денисовича Неустроева. Почему? Потому что эта настоящая смарт-библиотека может стать вашим спутником в первые самостоятельные шаги вашей жизни. Почему? Потому что они устраивают очень хорошие курсы по финансовой, по компьютерной, по чтению и так далее. Вот наши коллеги являются флагманом республики по работе с нашей молодежью. Они задают нам очень хорошие рубежи, дают нам очень хороший темп, и большая благодарность нашим коллегам. И очень приятно находиться сегодня среди вот молодых людей в этом современном здании. И, конечно, тема в этом году была выбрана, конечно, не случайно. Да, вот как наш предыдущий лектор заметила, сейчас сложные времена, трудные моменты для нашей страны наступили, но они наступили. Почему? Потому что мы отстаиваем свободу. Мы отстаиваем свободу мысли, свободу самоизъявления, свободу жить так, как нам нужно, чтобы мы отстаивали свои ценности. Это тоже является борьбой за нашу свободу. Вы, как, наверное, прочитали книги Михаила Ефимовича Николаева, не буду вас пересказывать, у него очень много высказываний про свободу. Например, непосредственно у него есть книга, которая стала кредом его жизни и его выражением горлатым. Это «Я выбираю свободу и человека». Скорее всего, вы ознакомились с его трудами, не буду там делать какие-то экзамены и так далее. Но хотелось бы отметить следующее. Вы находитесь сейчас в начале взрослой жизни, делайте первые шаги. Почему? Потому что даже обучаясь в школе, человек может стать самостоятельным, и может встать на свой взрослый путь. Это не означает то, что вот я сейчас в школе учусь, я сейчас там школьник, и на взрослую жизнь мне как бы буду только копить, а в путь вступлю только после получения там соответствующих дипломов. Да? Нет, вы сейчас возможности нашего государства, возможности нашего глобального развития позволяют молодым людям в той или иной форме вступить в взрослую жизнь. Даже в 14-летнем, 13-летнем, даже в 12-летнем возрасте люди начинают уже прорабатывать свои будущее, нарабатывать, так сказать, свою будущую профессию, копить знания, копить какие-то компетенции и так далее. И с этим вы, конечно, обладаете огромным преимуществом, огромным конкурентным преимуществом со сравнением с вашими сверстниками. Почему? Потому что вы уже выбрали для себя путь познания, путь знания. Почему? Потому что Михаил Ефимович знания ставил на первое место. Да? Вот у него есть, как вы знаете, самая единственная награда, которую он вручает в свой день рождения. Это называется «знанием победишь». Это не расхожие слова Science Wins, но Михаил Ефимович выбрал это, придавал значение «знанием победишь» настолько большое, что свой день рождения он проводил только единственный праздник. Он не устраивал каких-то застолий, не приглашал кого-то там, никуда-то не посещал. Он делал только одно мероприятие. Это вручение своей именной стипендии нашим молодым людям, нашим преподавателям. И с ними обедал, и на этом все завершалось. Это его день рождения было «Знанием победишь». Поэтому вы, участвуя в этом конкурсе, как бы заочно тоже являетесь участниками вот того истинного, того смыслового значения, которое придавал Михаил Ефимович знаниям, и вы приобщились к этому. Это ваша победа, вы уже победили. Но хотелось бы, я каждое свое выступление всегда пропагандирую идеи Михаила Ефимовича по знаниям. Да. Сейчас мы в Малой академии наук прорабатываем несколько проектов, будем внедрять в жизнь, которые называются «Знанием победишь». Например, сахарный диабет, знанием победишь бедность, знанием победишь какой-то холод и так далее. Да? То есть
эти моменты вы, будучи уже, наверное, вступите во взрослую жизнь, будете студентами, но имеете возможность участвовать в наших виртуальных программах, в наших проектах в Малой академии наук и можете в дальнейшем развивать свою, как сказать, профессиональную компетенцию в плане профессионального роста. Да. И в этом отношении хотелось бы вам, молодым людям, рассказать о 5 китах образования, которые Михаил Ефимович пропагандирует. Наверное, вы уже несколько раз слышали про эти 5 китов образования. Почему? Потому что вы уже являетесь участником одного из китов, это иностранные языки. Да, языки. Михаил Ефимович, вот Владимир Анатольевич сказал, что владение языками открывает вам дорогу, открывает вам просторы, перспективы. Это абсолютная истина в том плане, что Михаил Ефимович это видел очень широко. Во-первых, у него была как бы программа, один из китов образования, он говорил, это физическое развитие, физкультура, это один из китов образования. Но он не видел это узко, что там давайте будем бегать, прыгать там и так далее, там достигать каких-то спортивных высот. Это он, конечно, тоже имел в виду, но в широком смысле, ребята, физическое воспитание – это язык вашего тела, это язык ваших мышц, вашего, как так сказать, органов и так далее. Вы должны с малых лет владеть этим языком, языком своего тела, своего физической оболочки. В этот бренный мир нас все время сопровождает физическая оболочка. Вы же знаете это. И поэтому следить здоровый образ жизни, следить за своей осанкой, следить за своим питанием, следить за своим режимом и так далее. Вот это, запомните раз и навсегда, это вы должны пронести через всю свою жизнь и дойти до старости. У него была одна программа «Активное долголетие». Вот каждый молодой человек должен стремиться, будучи даже сейчас находясь в молодом возрасте, ваши, как сказать, члены гибкие, там мускулы хорошие, но все равно вы должны иметь цель дойти до долголетия у вас должно быть, и у вас должно быть активное долголетие. Нам инвалиды не нужны, нам очень много. Итак, вот как бы у нас сейчас продолжительность жизни, конечно, мы подняли до 75 лет, но нам надо дальше развиваться, потому что мы развитое общество. Запомните это раз и навсегда. Второй кит образования – это у него рисование было. Рисование – это не в плане том, что все должны стать там какими-то Репинами и так далее, Шишкинами. Нет, это рисование – это уметь мыслить язык. Чего это? Язык 3D. Видите, да как? Язык – это уметь видеть перспективу, смотреть формы, это геометрия, это вот черчение, это рисование. Вот эти моменты вы должны развивать в себе. Даже думая над чем-то, даже вот рисуя про свободу эссе, вы могли бы нарисовать какую-то картину, да, себе. Там людей нарисовать, какие-то просторы нарисовать, свобода, это там развитие и так далее. Вот это все в любых предметах, пожалуйста, вы рисуйте, используйте много красок, замечайте про красоту этого мира. Это является языком рисования. Язык рисования. Это второй кит образования. Да? Третий кит образования Михаил Ефимович считал, что это понятие музыки. Но очень многие, конечно, критиков было этому проекту, вы знаете, там музыка для всех, но тем не менее музыка нам близка, в той или иной форме мы все равно причастны к миру музыки. Да? Мы слушаем каких-то молодых исполнителей сейчас, много направлений, течений и так далее. Тем не менее, мы должны сами воспроизводить музыку. Знаете же, да, это? Вот музыка, которую мы слушаем, но любую музыку мы должны сделать. Музыка – это язык гармонии, язык каких-то вот высоких материй. Пожалуйста, слушайте классическую музыку. Они сначала вам покажутся очень скучными, но классическая музыка – это вершина мастерства человеческой породы. Это, так сказать, они открывают такие внутренние резервы, которые вы даже сами не можете себе сейчас сначала
почувствовать, увидеть, но они откроют ваши глаза, и вы будете видеть мир глазами искусства. Это значит глазами прекрасного, глазами доброго, глазами мудрости. У вас откроется вот это, так сказать, ваш внутренний потенциал. Это поможет раскрыть музыку. Пожалуйста, дружите с музыкой и на каком-нибудь музыкальном инструменте, пожалуйста, играйте. Хоть будет это барабан или хомус, или там что-то такое, флейта и так далее. Вот это вот третий кит образования, это музыкальный, да? Вот, музыку мы очень должны хорошо видеть. И, конечно, вот переходим к Михаилу Ефимовичу, то, что он говорил, языком алгоритмов. Михаил Ефимович, вы же знаете, он основал в свое время шахматное движение, сюда приглашал Карпова, приглашал Южинова и так далее. И здесь шахматы он считал не только вот игрой, которая развивает логику, мысли, там, память, но шахматы — это язык алгоритма, язык цифр, язык математического мышления и язык цифровых технологий. Вы, наверное, я не буду агитировать. Почему? Потому что по глазам вижу, что как только вы увидели цифровой, у вас все глаза загорелись, вы в теме находитесь, как сказать, современным языком. Молодцы, развивайте это дальше, занимайтесь какими-то логическими играми, может быть, это шахматы, шашки, там, го и так далее. Но, так сказать, шахматы — это практически единственный вид спорта, где не надо соперникам вступать в прямое противоборство, но находясь в очень сильном умственном противоборстве. У нас вот наглядный пример среди нас сидит, вот Владимир Анатольевич прекрасный шахматист, очень хорошо играет в шахматы, практически на гроссмейстерском уровне товарищ играет, и одновременно является очень хорошим математиком. Он как бы является президентом нашей федерации шахмат и так далее. Дальше, вот, конечно, ну, на этом, наверное, я очень много вашего внимания взял, очень много времени отнял. Большое спасибо, товарищи. Хотелось бы пожелать, почему Михаил Ефимович говорил «свобода». Да? Он не говорил, что давайте вот все люди свободные, никого не будем слушать, я сам по себе, у меня как бы царя в голове нету, я как бы сам по себе. Нет, свобода — это очень большая ответственность. Свобода — это возможность помогать людям, используя свой самый большой потенциал, свой самый большой ум, свою совесть, свое сердце. Михаил Ефимович, недаром выступая в московском, впервые, товарищи, в истории представитель, руководитель региона, выступая в РСФСР в первом съезде народных депутатов СССР в 90-м году, сказал, что республика Саха-Якутия может сама развиваться, используя свой внутренний потенциал и улучшить жизнь. Он только на этом и акцентировал. Да? Он не говорил, что мы там обретем свободу, куда-то уйдем. Нет, мы улучшим жизнь, поднимем качество жизни своих людей, используя свои возможности. Вот это его посыл, это его видение этой свободы, поэтому он говорил: я выбираю свободу, и на этой свободе буду помогать людям. То есть выбирать свободу и человека. Вот свобода и человек на первом месте, а не сам, как бы свобода сама по себе, она как бы ничего не дает, а выбрать свободу, чтобы помогать людям, это его посыл, это его мысль, и надеюсь, что вы, товарищи, мы рассмотрели, высокое жюри рассмотрело. Поздравляю победителей, это очень большая награда, это она пройдет с вами всю свою жизнь, а те, кто проиграл, они уже выиграли тем, что они участвовали, думали, стали причастными к этому, и это очень большим вы участники вот этого конкурса, и это станет очень большим плюсом на ваше портфолио и для вашего цифрового следования. Поздравляю, большое спасибо.